Вакцинация начата с медицинских работников. С 10 декабря мы начали вакцинировать наших врачей и медицинских сестер, которые работают в эпидбригадах и работают в стационаре, то есть в красной зоне. И у нас проводится это централизованно. Также у нас прошли вакцинацию медицинские работники детской инфекционной больницы, фтизиатрии, офтальмологии. И сегодня была вакцинация онкологического диспансера. Обязательно перед вакцинацией мы проводим осмотр, очень тщательно собираем анамнез, измеряем температуру, давление, сатурацию обязательно, смотрим слизистые. И после того, как человек признан здоровым, мы проводим вакцинацию. Вакцинация проводится с ревакцинацией, то есть через 21 день повторная вакцинация, и в последующем уже вырабатываются антитела. Я хочу сказать, что вакцина показала себя очень положительно. Те первые медицинские работники, которые у нас проводили вакцинацию в сентябре, в октябре месяце, уже дали ответную иммунную реакцию. То есть это говорит о том, что вакцина работает хорошо. Противопоказания такие же, как для всех вакцин. Это значит острый процесс любой, то есть обострение любого хронического заболевания, наличие онкологических заболеваний в анамнезе и, естественно, температура и иные изменения в организме. Будет проводиться уже по участковой территориальной поликлинике, по участковому принципу. То есть вы через своего участкового терапевта уже будете проходить допуск и получать вакцинацию против коронавирусной инфекции. То есть для того, чтобы получить в последующем вакцину против коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою участковую поликлинику, к своему участковому терапевту и заявить, что вы желаете получить вакцину против коронавирусной инфекции. Терапевт вас вызовет по времени, проведет необходимый осмотр. Если у вас все будет хорошо, то человек будет допущен для вакцинации. Вакцинация, как я уже говорила, проводится 2 раза. Первая вакцинация и ревакцинация через 21 день. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, также имеют возможность в последующем получить вакцину против коронавирусной инфекции в случае, если иммунитет не отреагировал и иммунного ответа нет. Это будет видно на ИФА-анализе. ИФА-анализ, естественно, мы проводим бесплатно. Если будет отсутствовать иммуноглобулин G менее 10 или вообще по нулям, то, в принципе, есть показания для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. Если человек перенес коронавирусную инфекцию и иммунный ответ у него есть, тогда необходимости для проведения вакцинации нет. Сейчас пока вопрос об организациях не стоит. Я сейчас призываю пройти всем вакцинацию против гриппа, которая проводится бесплатно всеми медицинскими организациями и города, и районов, для того, чтобы, когда в марте у нас будет сезонный подъем ОРЗ, был сформирован иммунитет, естественно, мы не болели. Конфликта нет, если разница месяц. То есть через месяц после получения вакцины против гриппа уже можно получать следующую вакцинацию.